Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Генеральная прокуратура Туркменистана заявила, скончавшийся в результате пыток в полиции Марийского вилаята этнический белудж Аламурат Худайрамов мог сам себе нанести смертельные увечья под воздействием лекарственного препарата трамадол. Копия ответа за подписью заместителя генпрокурора Рахима Атаева на жалобу семьи Худайрамовых имеется в распоряжении Turkmen News. По результатам проверки прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти человека. В ответе от 9 января нынешнего года сказано, что ведомство провело проверку. Цитата. В ходе следствия была проведена судебно-медицинская экспертиза имеющихся на теле Худайрамова ран. В заключении указано, что раны располагались в местах, доступных собственным рукам. С учетом механизмов образования не исключается возможность нанесения данных травм своими руками. Конец цитаты. В надзорном органе утверждают, что Аламурат Худайрамов подозревался в передаче 4 своим односельчанам 535 таблеток трамадола с целью реализации. В результате работники отдела полиции Викилбазарского этрапа Марийского вилаята возбудили против всех уголовное дело, а сам Худайрамов был объявлен в розыск. 27 ноября 2023 года он якобы был задержан и скончался в СИЗО управления полиции Марийского вилаята. Непосредственной причиной смерти, по версии прокуратуры, стал отек головного мозга, вызванный токсичным влиянием лекарственного вещества трамадола, что якобы привело к вклинению в затылочное отверстие черепа. Ведомство сообщило, что в результате проведенной 28 декабря 2023 года проверки прокуратура Марийского вилаята отказала в возбуждении уголовного дела по факту смерти обвиняемого Худайрамова. Основание – статья 31 часть 1 пункт 2 Уголовно-процессуального кодекса Туркменистана, то есть за отсутствием в деянии состава преступления. Редакция Turkmen News настаивает, человека убили работники в погонах. Невозможно нанести себе увечья подобного рода на стопах, на бедрах с задней стороны, на спине и ягодицах. На теле умершего видны следы от паяльника, наручников и от ударов дубинкой. Если Худайрамов истязал себя сам, то где он, находясь в полиции, взял все эти инструменты? Получается, что он сам себя пытал, а полицейские стояли и смотрели? Где они были в тот момент, почему не остановили самобичевание? Конечно, эта версия фальшивка. Происходила самая настоящая пытка, а Генпрокуратура покрывает садистов в полиции. В середине января Turkmen News подал жалобу по этому случаю в Комитет ООН против пыток. Adamın ve rahatın hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamağa hem de korumağa, Türkmenistan'ın konstitusiyasını berza etmeye ve korumağa, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirmeye davaralı kasem ediyorum. Президент Сердар Бердымухамедов, как гарант Конституции, должен поручить провести объективное расследование убийства Аламурата Худайрамова. Напомним, видео с осмотром тела Худайрамова попало в распоряжение Turkmen News 20 декабря. Сообщалось, что мужчину подозревали в торговле наркотиками. Ayın 27'sine Alamratcan gidip Marı velayetinin devlet kovpsuzluğuna öz ayağı gidip şunum ayın 30'u şu yağdaya getirip bize dem gelin akidin deyip deyip aydıp can edip bu yaralarına müneseret görün özünüz devlet kanun var görün yine 3 günde nel derece getiriptirler. Marı velayetinde şehrin içinde bolan zatlar bizim arzımız var şu zatlara. Кроме того, было сказано, что Худайрамов ни от кого не скрывался, а пришел в полицию своими ногами, чтобы доказать свою невиновность. Спустя 3 дня его изувеченное тело вернули родным, а силовики извинялись и предлагали семье деньги за молчание. Родственники не согласились молчать и добились в частности вышеописанной проверки Генпрокуратурой. Однако все, что она им предоставила, это издевательский вердикт о самостоятельном нанесении увечий. Стоит отметить, что здесь также имеется этнический аспект. Белуджи – это персоязычное национальное меньшинство. Туркменские силовики зачастую считают, что их связи с иранцами и афганцами по умолчанию делают из каждого белуджа наркоторговца. Никаких доказательств причастности к наркобизнесу не нужно.
достаточно лишь национальности, чтобы силовики без суда и следствия признали задержанного виновным. Защитник прав Белуджий Мансур Менгелов также отбывает свой 22-летний срок по наркотической статье. И даже если какая-то вина за Худайрамовым все же была, то это не повод забивать его до смерти. В Туркменистане все-таки есть закон, и казни, как одного из видов наказаний, в нем нет. По закону, даже реальный наркоторговец может быть подвергнут только лишению свободы. Однако в данном конкретном случае садисты в Марийском вилаятском управлении полиции подвергли человека внесудебной расправе. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.